Это даже не нужно доказывать, это можно увидеть и ощутить. Пандемия сделала нас более креативными, творческими, яркими. Тон задают, конечно, артисты и творческие коллективы. К онлайн-шоу от звезд из дома мы уже привыкли, а это еще одно ноу-хау. В гости в парк Казанцам приехала вот такая передвижная сцена за стеклом и устроила дискотеку на свежем воздухе. Как у вас настроение? Да прекрасно! Мы первый раз таких артистов за стеклышком видим. Отличная идея, я считаю. И что интересно, оригинальные идеи приходят на ум не только предпринимателям, но и их клиентам, и тогда уже бизнес подстраивается под новые потребности и спрос. Директор строительной компании Ильяс Гимадов рассказывает, в первые дни карантина испытал шок. Офис опустел, клиенты не приезжали навстречу. Что дальше? Неужели бизнес придется сворачивать? Оказалось, это была временная пауза, а позже покупатели буквально завалили заказами. Илья занимается строительством загородного жилья. Выяснилось, что месяцы самоизоляции в квартирах стали для многих мукой. Желание переехать из душных каменных мешков в свои загородные усадьбы, где и дышится вольно, и занять себя проще, и рабочее место можно организовать, стало стимулом к действию. Предприниматели быстро откликнулись, попутно сообщив клиентам, что и по деньгам это сейчас выгоднее. Если у нас квартира, допустим, от 100 до 130, там сейчас новостройка за квадратный метр, да, то у нас там с земельным участком дома получается где-то 50-60 тысяч за квадратный метр. При этом это еще не только квадратный метр, это еще земельный участок, парковка своя, огород, сад и возможность там еще баню построить. Удивительные парадоксы на рынке коммерческой и жилой недвижимости в Казани. Цены на квартиры растут, а на коммерческие помещения падают. Мурат Ахмеров сам удивлен. Директор успешной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости считает, что рынок жилья, особенно многоквартирного, явно перегрет. Сейчас огромный диссонанс между ценой коммерческой или жилой недвижимости. В центре можно, не знаю, там коммерческую купить где-то и за 50 тысяч рублей, там, и за 40 тысяч рублей, а жилье там где-то под 100. В том, чтобы рынок жилья стал более сбалансированным, заинтересовано и государство. Как-никак правительство сейчас активно внедряет инструменты льготной ипотеки. А с этого года еще и сельской ипотеки, стараясь сделать строительный комплекс локомотивом роста в период кризиса. Это, безусловно, сработает в разы лучше, если завышенные цены на квартиры не будут съедать весь эффект от льготных ставок. Так что доверимся мнению эксперта и здравому смыслу, ждем коррекции по ценам на жилье в Казани. Из других бизнес-трендов изменений в торговле и сфере общественного питания. Главная тенденция, о которой мы уже говорили, внедрение новых форматов, связанных прежде всего с интернет-торговлей. Другой тренд – изменение покупательских привычек россиян. Шопинг становится более рациональным, люди становятся более внимательными к качеству и ценам. Причем это могут быть не обязательно новые товары, не упал интерес и к комиссионным магазинам и антикварным лавкам. Меньше транжирства стало, понимаете? Сейчас вот как бы все... Немножко люди вот приходят к комиссионным магазинам, купят лучше немножко бэушную вещь, но зато будет более качественная вещь, так скажем. Под лежачий камень вода не течет, но грустить не стоит, самое главное. Хотя, конечно, поводы для грусти есть, и связаны они не только с фактором неопределенности из-за пандемии, но и изменениями в налогообложении, которые пришлись аккуратно на начало этого года. Мы уже рассказывали вам, как отмена ЕНВД негативно отразилась на доходах небольших предприятий, в основном из сферы торговли, услуг и общественного питания. Хорошо еще, что правительство буквально на флажке в конце прошлого года приняло важные изменения в законодательстве, которые сделали альтернативную ЕНВД патентную систему более привлекательной. Есть большие плюсы у патента, которые вот прям в самом конце года ввели. Это, то есть, увеличили, допустим, для общепита площадь торгового зала, да, была 50 квадратных метров, увеличили до 150. Это очень большой плюс. Также вот для торговых точек, например, да, у них также площадь зала ограничивалась 50 квадратными метрами, стало 150. Вот, и поэтому более-менее подходит патент для предпринимателей именно ИП. Какая-то часть, какой-то процент закрытия будет однозначно. Но я не думаю, что это будет большой процент, потому что большой процент он не смог выжить в пандемию. Потери будут все равно, то есть это такой процесс, который происходит не только у нас, а происходит на самом деле во всем мире. Условия непростые, условия сложные, но тем не менее, я думаю, что надо находить именно и вот в этих условиях сложных какие-то свои моменты для точек роста, больше смотреть, что творится вокруг и подхватывать какие-то вот эти вот волны бизнесовые по возможности. А у директора функция формирования команды теперь для достижения вот этой цели.
Еще одна характерная тенденция – в этот период заметный рост интереса и спроса на образовательные услуги. Основатель бизнес-академии Риман Фатыхов рассказывает нам и своим слушателям, что устойчивая бизнес-модель начинается с грамотного финансового планирования. У нас нет цели, например, в бизнес-академии учить тому, что как оптимизировать так, чтобы не платить этому государству. Вот. Слушайте, мы используем эту инфраструктуру, дороги, да, мы здесь ведем бизнес, нам и, значит, надо платить налоги. Но кроме того, например, у нас много мусульман, так как мы ассоциация предпринимателей мусульман, но мы еще, кроме этого, еще закат закладываем в нашу финансовую модель. В конечном итоге практика показывает, быть более легальным и законопослушным не только почетно, но и выгодно. И здесь не важно, какой у тебя бизнес, его масштаб и направление. Как творческий человек ты просто делаешь то, что ты делаешь, но делаешь это официально. Поэтому это очень удобно. Быть легальным, я считаю, что это, во-первых, для предпринимателя, если вы работаете с налогами, если вы все это правильно оплачиваете, вы точно знаете, какие у вас доходы, какие у вас расходы. И помощь государству. Государство нам очень сильно помогает. Даже в период, когда был карантин, государство помогало и выплатами, и всем. Многие ИПшники получили деньги. Все-таки для того, чтобы вот эти выплаты от государства приходили, нужно платить налоги. И еще один секрет успеха, который поведали нам предприниматели. Бизнес тем больше набирает обороты, развивается, чем больше вы отдаете, помогаете другим. Чем больше тебе дают Всевышний возможности, тем больше ты должен отдавать другим. То есть получается, просто Всевышний дает через нас возможность другим. В 2020 году мы в 5 раз, x5 мы сделали по отношению к 2019 году. То есть в 5 раз увеличили количество собираемых пожертвований и распределяемых пожертвований. Если говорить о 2021 году, то я думаю, что мы, дай бог, x2 сделаем. Это секрет богатства. Прежде чем получить, надо отдать. Секрет богатства. Отдай. И работает? 100%, да, работает. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней.